Всем доброе утро, друзья. Итак, время... Сколько времени-то? 5 утра. Мы зацепились, собрались. И мы выдвигаемся в Коми СССР к нашему другу Андрею. Канал Рыбалка с Дрюней 11 Рус. Итак, в путь. Будем по дороге, покажу какие-нибудь еще эпизоды. Друзья, всем привет. 25 ноября, 10 утра, деревня, ребята. Ну, уже поначалу уже поняли, что что-то нарисовывается. Да, друзья, наконец-то свершилось. Братулец ко мне едет. Едем на рыбалку, на первый лед. Я думаю, мы его найдем. Почему будем искать? Потому что, ребята, качели сумасшедшие. У нас вчера был сильный дождь, позавчера был снег. И вот, короче, вот так в протяжении всего вот этого времени. Да, лед мы уже открыли. Кто смотрел, тот видел. Ну, в общем, качели, ребята, страшные. Такую осень я давно уже не припомню. Точнее, я вообще ее не помню. В это время обычно уже снегоходная тематика. Уже все в деревне гудят. Ну, а здесь вот, смотрите, ребята. Здесь снега как и не было. Шуга то идет, то ее нету. В общем, возможно было даже съездить еще по налиму. Но уже все убрал, лодочки, все уже все-таки зима. Рыбалка зимняя. Ладно, ребята, предыстория небольшая. Пашка с Москвы. Кто на канале, тот знает, кто такой Пашка. Вот такой человечище, ребята. Мы с ним в протяжении всего этого года на телефоне чуть ли не каждый день. Это мой как брат. Я не знаю, в общем... На созвоне хотели мы организовать рыбалку еще, ребята, в Астрахань. Не получилось у нас. Пашка хотел приехать по первым грибам, по белым. Не по первым, а по белым. Тоже не получилось. Первый лед, когда я выезжал, были какое-то понимание. Но Паша говорит, давай, говорит, лучше подождем морозов. В Оконцове, блин, опять не получилось. Сейчас, в общем, едут. Не только Паша и я, а едут еще Серега и Андрюха с Твери. Когда я был в Тверской области, познакомился с ребятами на льду. В общем, они тоже едут. Изначально было непонимание дороги, потому что Паша уже едет 15 часов за рулем. И, в общем, тяжеловато в одно лицо этот проделать маршрут. Понятное дело, что здесь мы отдыхаем. На следующий день мы выезжаем, но мы очень много теряем времени с дорогой. 2 дня туда, 2 дня обратно, 4 дня просто дороги теряется. Решил Пашка взять Андрюху, так как у Андрюхи есть свободное время. Все вроде договорились, у нас на WhatsApp каждый день какие-то перемены, какие-то что-то еще, живец, брикеты, продукты и так далее. Так как едем на 4 дня, планируем. Ну и тут потом Серега. Блин, пацаны, говорит, у меня тоже есть свободное время. Короче, Андрюха едет с Серегой с Твери, везут снегоход, прицеп. А Паша едет на своей машине, в общем, до меня. А вот, я тут потихоньку на сборах. Потихоньку тут готовлюсь. Братулец у меня уже подъезжает через час-полтора. Вот. Он выехал вчера вечером, в 7 вечера, в общем... где-то на подъезде. Ну а мужики с Твери выехали в 5 утра и, соответственно, будут поздно ночью. Здесь мы уже грузимся, перегружаемся в 2 машины в прицепе и, в общем, едем уже на точку. Едем, ребята, туда, где я открывал лед. 300 километров плюс отсюда. Так как у нас здесь еще, ребят, ничего нету. Точнее, был лед, даже вставала курья, даже вставала яма на реке. Ребята местные ездили, но вот эти дожди, ребята, убили всю рыбалку. Короче, ладно, ребят, что на сборах, жду братульца. Красавчик, молодец, что стартанул, не побоялся. В общем, сегодня у нас, ну, как бы так, что-то как-то. Соберем сумки, продукты, я привез хлеб свежий, сейчас заезжал в пекарню. Не знаю, в общем, я на мандраже, ребята, вчера не спал, сегодня не спал, все вот эти переживания, что да как-то, почему, вот все вот эти моменты. Паше получается 1500, плюс до места около 2, а ребятам вообще с Твери получается больше 2000 километров, получается, до точки лова. Серьезный такой маршрут в плане и
финансового вопроса и ну, вообще как бы всего этого. Дорога сложная, тяжелая, ну вроде как все едут, все нормально. Все, ребята, ждем братульца, ну а пока на сумках. Короче, тут немножко был ответственность за продукты, так как ребята поздно приезжают, чтобы уже ничего не контелиться. 7 буханок хлеба свежего. Вот у нас такой хлебушек делают, еще горячий. Соки. Лариса Юрьевна мне здесь тоже в дорожку сделала. Салат оливье, картошку вареную, короче. Здесь вот столько баночек выделили. Тут, короче, все, и корка своя. Вот, короче, все отлично. Водичку взял, 10 литров. Сачка немного там, 6 пак. Короче, вот так по мелочи. Что-то пацаны везут. Короче, не знаю. Надо пацанов кормить, чтоб не оплошать. Картошка, лук. Все здесь, ребята. Все грузим. Вот такие сумочки используем. Очень мне нравятся. Отличные сумки. Отличные сумки. Хрен знает, ребята, Пашу знаю уже 1000 лет. 2 раза к нему гонял в гости. А вот знаете, мандраж такой прям вообще вот как будто вот прям вот, ну не знаю, вот ответственность вот. Не то, что ты вот едешь, ты вот встречаешь гостей, как бы понятно, что все налажено, как бы все понятно. Но, блин, такой мандраж, я хрен знает почему. Вот. Скорее всего, потому что братулец не последний человек в этой жизни. Он много чего сделал для меня. Как бы и, блин, эту поездку прям хотим серьезно, ребята. Серьезно, так знаете, побаловаться рыбалочкой, потому что едет новая палатка. Братулец взял комплект новый, шикарный. Новые гаджеты, блин, всякое разное. Просто понимание было, что Паша едет, а потом резко бац, еще 2 человека. И, соответственно, вот этот сырсброд, ну, короче, вот так как-то. А вот, ну ладно. Все, ребята, где-то он уже в коме, где-то уже на подъезде. Кстати, спрашивали по поводу лодок, что да как, Андрюха, как, что. А вот, ребята, этот прицеп стал под моего Роджера 4 метра, просто идеально. Вот этот прицеп прям под нее. Все шикарно. Под ставнем подошло. Все, я ездил ее, мыл. С Юриным мы забрали ее с реки на Ниве. А вот водометку, ребят, пришлось вот так накрыть теном. Кинул на покрышки, потому что пока у меня ничего не готово под нее. Нету прицепа, как минимум, и нету гаража, так скажем. Ну, это все в будущем. Будем что-то думать, будем что-то решать. Потом я ее просто скину, ребят, и утащу снегоходом задом в гараж. Видите, такое расположение, бараки, квартиры. Блин, места очень мало, все как-то занято, и, соответственно, вот такие вещи, блин, мне некуда положить пока. Ну, будем думать, все будет нормально. Да, не успела, конечно, походить, но ничего, впереди сезон, ребята, еще успеем. Все, я потихоньку там собираюсь, братулец где-то на подъезде. Добрался, проверочек, наконец-то. Сколько можно ждать было, В легкую я это сделал. Вот так, кажется, ты поживешь, да? Вот моя деревня, вот мой дом родной. А вот это?
Фу, ребятки, ну все, в принципе, братулет спит. Самое главное, 17:26. Вот. Все у нас готово, все упаковано. В принципе, нормально. Еще осталось дождаться Тверскую банду. Приедут в 12 в час ночи. Нужно будет накормить и в путь дорогу. Вот. Так что как-то так. Наварили борща, картошки жареной, огурчик, помидорчик. Все как полагается, ребята. Вот. Ну, короче, потихоньку, ребят, выезжать начинаем. Добираемся, выезжаем, не знаю. Главное, чтобы ребята без происшествий добрались. Все было хорошо. До Первомайска повернули, да? Да, все, под... Понятно, сейчас буду сопровождать. Ну он фиг его знает, идет он к дому. А, и вы прям в дом вбили, да? Первомайская 22, да? Бродяги, Тверские едут. 59-й регион. Ну ты его Ты уже, наверное, не первую неделю ждешь. Фу, ребятки, ну все вроде. Тверских встретили. Быстро-быстро загрузились, короче. Не стали мы ничего тут. Быстро чайку попили и погнали. 1:30 у нас. Ну, короче, дай бог 6 доберемся. Да, братик? Да. А вот, короче, сейчас пацаны у меня на коме-земле. И сейчас прокачу немножко их. 300. Ну, уже сотку-то проехали, не получается. Вот севернее идем. У нас, кстати, подморозило, -5 уже показывает. Хотя вот Пашка приехал, было +1 что-то даже. Морозец. Там уже, значит, хорошо, в районе Червонца. А вот. Ну все, что, погнали. По тихой грусти, как говорится. Фу, ну с Богом. Ну что, с Богом, мужики? Да, Богу, слушай, говорю, спросил Паша, вот так сейчас говорю, едет, фары не слепит. Фары нам не слепят. Не-не. Нормально, все четко. Тоже одна не горит, кажется. Ну все, полетели тогда. Все, с Богом, да. Давай. Едем.
ребятки, ну чё, все. Здравствуй, озеро. Здесь было очень много воды, очень много снега. Но я так понял, что этот, ребята, снег с водой замерз. И это хорошо. Это хорошо. Это, ребята, очень хорошо. Нормально. Там уже рассвет, если видно, ребятки. Все, мы прибыли. Тяжелая дорога, я устал. А как парни устали, это жесть. Но лед есть, уже радует. Перчатки на коленки. Штаны. Штаны. Неужели я в какой-то из этих сумок видел? А, вот в этой, наверное, да? Да. И нож, наверное, тут, да? Там все, ножик, все там. А хлеб какой? Что ты знаешь, что заснять и как правильно? Смотри, чтобы думалось тебе легче. Ну, Андрюх, Блять, нет, это называется выключатель Паша. думалки нахуй. давайте, ребят, за встречу Сейчас мы, Андрюх, да. на твоей северной земле. сейчас мы 10 минут и на ту сторону сгоняем уже. Нормально, если Мы, конечно, это самое, как говорится, ехали, хорошо доехали, дорога хорошая, даже понравилось, лучше, чем у вас, так сказать, намного лучше. спокойнее. Там и даже, после Волгограда-то. да, такие вот. поэтому вы это самое. Давайте. Давай, за встречу на твоей земле, Андрюх. Не дается, бери по одной, а не по два. Куда-то местные пошли, надо следить за ними. Ой, друзья Сергея Ивановича, сейчас он их быстренько обсудим. Ты говоришь, упаковка ночь, да? 3 печки. Андрюнь такой говорит, давай веселский. Он весит, ебать. Андрюнь, а у тебя что за этот, за шуруповерт? А китайский Редберг. Понятно, я тебе 5 покажу, что такое сантиметров ниже метабл. где-то. 7, может. И сверху 3, да? Ну, наверное, да. Ну вот такой. Нормально. Вот
Сразу оживают, как, блядь. Родная почти, ебать. Вообще родная. Приехали с Твери, да, в Коми, блядь. Родная водичка, нахуй. Кузя, откуда живец Ну-ка, приехал. смотри, ты говорил, вода, смотри, вода какая в чашке прозрачная, ёпта мать. Чистая вода, чистая. Давай, Палатку по-любому делать. Он почти, пить. почти там, братан, уже там промерз. Слышишь, блин? Пока тут, ребят, собираемся, машинка залетела, воды много вышло, лед, провалились. Вот, пришлось дернуть, цепили прицеп, ничего страшного, помогать надо всегда, ребятки. Уже расцветает, ладно, что, не спешим сегодня, потихоньку, помаленьку, делов много. Снегоходы, сани собираем, грузимся, проверили лед, вроде как более-менее. Есть, получается, тот лед, по которому я еще ходил здесь. Потом вот вышла вода, она начала промерзать сверху и прослойка сантиметра 2. Так получается 11-12 сантиметров. Думаю, снегоход будет держать. Хотя Андрюха говорит, тебе, говорит, первый рейс. Опыт у меня есть, тем более техника не моя. Так что сбоку с Андреем поеду. Пускай сам отвечает, еще не дай бог. Ну, я думаю, нормально, ничего страшного, выдержит. Все хорошо, промерзло. Такие дела. Классно, ребятки. Набрались. Блин, башка не соображает. Я до этого 2 суток толком не спал. Эту ночь не спал. Вот не могу спать и все. Вот, блин, переживаю что-то и все. Столько бутера, что мама родная. На мой холодильник ходи. Это что? Да, там стулья. Там стулья. Я можно накидывать тут сейчас это какую-нибудь мелкой. А, подожди, Дрюш, стол. Где мой стол? Что? Оставь полы эти мягкие, пока не грузи. А, стой, подожди, стол, наверное, не надо будет, потому что тогда это... Вещей, говорит. Я не знаю. Так, не надо стол. Полы давай оставим, Андрюх, я на них поеду потом. Да, полы оставь. Я потом на них сяду, сани буду ехать на санях. Сюда можно мелочевку вообще вот так укладывать. Чего угодно. Давай. Ну, если ставишь ту сумку, там главное, чтобы не продукты, не бьющиеся. Вот продукты. Где? Тогда ее все сами. Ну что, вот так по прямой, да, Дрю? Давай вот так пробуй. Давай, не тронусь, самое главное.
Так, ребят, что, долетели, что, монолит? Монолит, реально монолит. Капитальный монолит. Боялись черные пятна вот эти, но нормально. Правда, нету снега вообще. Такого совсем. Ладно, что, разгружаем первую партию. Едем за второй. Дрюнь, нет, значит, Давай, тут двое саней. Вот. все, этого остального можно уже так снять, а можно так. Попробуем здесь что, как говорится. Да, хлеб, главное хлеб, блин, доехать. Хлеб, 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 хлеб. Опа. Я стукну сюда навозим, здесь буду собираться. Здесь, да, куча будет нормально. Ребят, это только первая партия. Еще не все. Еще в машину. Да? Андрюх? Мы за вторую вместе с ними, я имею в виду. С пацанами, думаешь, не заберем? Башки в машине. У меня там уже фигня стоит. Знаешь что? Какой-нибудь, мне кажется, это. Один там стекнул, не раскрыл. Здесь он так будет держаться. Да, я думаю, он так будет держаться. Что, гоним дальше? Поехали. Вторая ходка, ребята, отвезена. Третья сейчас будет с нами. С снегоходом еще проблемы там с Лизой. Даже один, да, Андрюх? Знаешь, что думаю? Надо менять, это как его? Надо вообще не менять. Надо снять нахрен вот этот расширитель. Стоит с этой стороны. Вот эту всю фигню. Оставить одни лыжи. Ну, с коньком, да? Без конька. Без конька не повернешь. Хуй с ним. Ну, по крайней мере, ты будешь ехать. Потихоньку он будет поворачивать. Но суть А это в том, сколько болтов? Раз, два, три, четыре, пять, 10, тут надо вот 20 эти вот болтов. маленькие открутить. Вот они. О, блин, ну это дела. Блядь, ну а Вот эти сзади. У нее Доехал. но мы не доведемся, что там этим заниматься. Может быть, даже, знаешь, без расширителя, может быть, и конек Андрюх, оставим. Андрюх, конек центральный надо оставлять. Ты не повернешь вообще. Не развернешься, ничего не сделаешь. Ты же видел, вот так все будешь кататься, как балерина. Надо что-то думать. Может, с проставкой здесь что-то, нет? Нет. Ну, его просто стерло нахуй. Стерло, да? Надо, да, он должен вот стоять. Я Видишь, понял тебя, понял. Пустота. Ему упираться нет. Блин, Он на видишь? жопе есть. Хотя бы стежок был бы, да, он поднимал Да, бы. его поднимало. Да. Что, давай решать, что, пока светло. Нет, мы давай сейчас, блядь. Может там решать как-то, сможет заехать? А он говорит, один не едет. Он, Я видишь, один смотри, вообще, бля, еле приехал. он не может повернуть, блядь. Ладно, что-то сейчас давай решать, надо подумать, как лучше. Нормально? Все, ребята, добрались, мы добрались. Третья ходка, полные сани. И вот этот, как будто самолет этот, знаешь, с вертолета скинули. Экспедицию, блю, ё-моё. Охренеть вещей, ребята, жесть. Короче, в эти кусты будем забиваться. Будем пробовать здесь. Стратегия новая. Есть понимание, будем пробовать. Много времени потеряли заездом. Там у нас, короче, коньки сточились, в лед упираются и снегоход не идет. Ну, короче, 3 ходки пришлось сделать. Шпиндляка много. Ну ладно, мы надолго. В общем, будем пробовать новую локацию. Хотя вот
В прошлый раз хорошо стреляло вот там. Ну там ребята подъехали местные. Да и как бы неохота как бы пробовать, ну, стоять на том же месте, где стояли. Будем пробовать на другом месте. Вот такие дела, ребятки. Так что, ладно, сейчас быстренько какие-то вещи и погнали ставить. Уже 10 часов, уже утренку прозевали. Точно связь. Да, да. А, слушай, бери, они там поживее. Блин, ребята, ветруган вообще море. Труба. Ну что, начали выставляться, что, потихоньку. Парни там палатку уже поставили. Потихоньку бутером занимаются. А что мы? Надо жалиться поставить. Что, я с братульцом в паре. Серега с Андрюхой в паре. Как бы все равно быстрее. Там уже я мясо там привез. Мариновал. Шашлычок сегодня, ребят. Ветер, не знаю, как снимать. Задувает, ребят, наверное. Ну, как-то так. Шуруповерт что-то не будет. Не возбудился, что ли, еще. Промерз весь. Вот. Как-то что-то, блин, вроде как бы в прошлом году все нормально было. И со снегоходом все нормально было. И вот, пожалуйста, как-то так. Ну ничего, работаем, ребят. Погнали, берем. Берем расширение. Так, ладно. Помимо того, что бурюсь, сразу помогаю собирать, выставлять. Вот вчера отметил, ребят, потому что у нас будет их много, таких жерлиц. И, соответственно, чтобы было понимание. Так. Сейчас братульцу раскину, а он потом просто будет живца насаживать, ходить, вымеряться. А я продолжаю. Сейчас мы это быстро раскидаем. Что, тем более на опыте уже, соответственно, сложностей никаких не будет. Опа. Все, я сейчас две взял. Погнал, отнесу. И идем дальше. Вот так и погнали.
Возле лунок или отмеряюсь? Я отмеряю, давай вот эти попробуем. Прям вообще правильно. Ну, что правильно, братан, тут же у нас груза есть. Ставь, братан, как хочешь отмерять? Давай. Вроде шуруповерт возбудился, ребят. Начал бурить. И то еще не полностью промерз, на льду лежал целое утро. Вот потом, ребят, он возбуждается и начинает работать. Блин, гололед, конечно, капитальный. Не знаю. Что-то как-то работает не так, как нужно. Так, ребятки, ну что, погнали. Просили обзор. Завтра покажу, ребят, обзор. Блин, ветрено сегодня. Завтра покажу, ребят. Буду поспокойнее. Уйдем далеко, да. Раз, два, три, четыре. Там, братан, карась лежит на льду. Поставь, пожалуйста. Вот потихоньку, ребят, расставляемся. Помаленьку. У нас новые комплекты. В общем, перехожу на вот эти жерлицы. В этом сезоне буду на них рыбачить. Я так думаю. Ну, а те старые куда-то все равно в какие-то экспедиции, куда-то, где там сложно добираться, там что-то еще, потому что, ну, комплект интересен, но он объемный, ребята. Вот. Короче, берем вот это уширение, сужением забираем. Ну, как разведка. Погода поменялась кардинально, идут морозы, была оттепель. Сейчас рыбка все равно, мне кажется, болеет маленько. Ну да ладно, парни приехали. Это не важно. Важно, что мы на льду. Его нигде нету, а мы на льду. Такие дела. Карасики у нас, ребята, и крупные есть. Всякие. И мелкие, и крупные. Ну, через двойничок, как обычно. Через жабрику на двойничок. Туда его. На вам, бродяги. Идите, работайте. Хорош кататься. Столько проехали. Офигеть. Так, ребятки, ну что, дела идут. Ну, с напарником-то побыстрее, поживее. Вот момент, да, небольшой, да, братан, цепляется. Поэтому я тебе новые не стал пушки девать. Да. Пока. Я вот в кармане их ношу. А так как бы что, ну, сумки есть сумки. Я, кстати, братулец, подобрал сумки сам от кальяна, короче. Да. Классно подходят, вот. На Валберсе где-то он там нашел. Вот, потому что сумки без этого идут. Вот Пашка, короче, конкретно грузиком отмеряться сегодня хочет. Приехал в Коми, говорит, хочу немножко, говорит, этот, пальцы, говорит, сделать. Хотя глубина, ребят, одинаковая, в принципе, да? Ну, небольшой тут был свал, да, чуть-чуть поймали. Был, да. Вот. А так, как бы, да. Ну, тема прикольная. Вот многие, кто без грузиков рыбачит, вот именно на небольших глубинах этот груз вот не нужен. Он можно просто отмеряться. И живец там ходит сам в толще воды. Не знаю, конечно, может он и поднимается и ко льду. Ну, многие так рыбачат. Так, знаешь, как это? Вот по первому льду можно в толстый лед заводить без груза. Ну, без груза. Да. Тут-то что, его кинул, он нырнул, как бы и ушел. Вот. А так нормально все. Ну вот, ребятки, что, так и жили, говорит, спали в рост, а дети были. Так, ребят, ну что, доставляемся. Сходили за вторым комплектом на базу, и у нас две сработки
Пока непонятно, но вроде в тот край пока 2 сработки. Андрюха тоже доставляется. Серега ставит лагерь. Привезли мангал, как я сказал, шашлык там что-то, в общем, занимается. Ну, потому что времени мало, ребят, надо, чтобы кто-то что-то делал все равно. Вот. Ну, 2 сработки есть. На улице холодает. Чувствуется прям по рукам. Ну, дай бог, щучка. Может, братулец первую достанет сезона. Сейчас посмотрим. Ну вот, что-то помотало даже, ребята. Пашка пошел за зевником. Что-то ничего не взяли. Как обычно. Куча вещей, там все раскидано. Что-то там, что-то там. Не знаю. Ну, покрутила вот немного. А он забирает. Забирает, потихоньку держит. Мелкая, короче. Мелкая щука, ребят. Походу. А, держит, слышишь, братан? Да? Да, мелкая, походу, братуха. Можно даже потопать. Ну, крутила. Крутила, да, можно потопать даже. Тем более, это моя там 15 метров. Че, пробуй, братик, что? Ну, она, скорее всего, не отплыла далеко просто. Мелкая. Возможно. Мелкая щучка. Он вытянул в ту сторону. Ну, сам точно не мог. Да, что-то непонятно, но. Бросил. Раскрутилась, хорошо. Ну да, покрутила она. Так, ну ладно, вот у нас еще, ребят, там дальше. Непонятно пока. Полная вымотка. Новые жалятся, братан. Да, да. Тоже моя. Ага. 15 метров. 15? Сидит. Хорошая сидит. Вот туда скидываешь. Хорошая. Туда скидываешь. Так это у тебя первая, братан. В общем, разбираемся. Кажется, хорошая. Сейчас тут намотаешь ты делов. Есть непривычки. Просто вторая. Да, я уже понял. Ну туда ушел, в ту сторону. Может, с непривычки, не знаю. А, нет, нормально, братан, да. Килошка-то есть точно. О, красавица. Даже больше. Да? Полтора. С открытием. Спасибо. Красавчик. Жарежки есть? Ну, такая щучка. Пацан, сам бросил. Ладно, нормально. Ага. Да. Братан, вообще там в топке, понял? Я взял с собой поводки все. Ох ты, поводок подвел. Да ладно. Дернул, да, и этот на петле почему-то. Ты снял поводка поставил? Но, не знаю, братик. Все, ребят, доставляем жерлицы. Ветруган стоит, конечно. Сейчас будем ставить палатку. Братец палаточку привез новенькую. Интересную палатку, там гидродно, там все дела. Вот. Поставим палатку и посмотрим. А так, вот 2 сработки пока. У Андрюхи там тоже загар был. Непонятно, холостая или что. Ну, в общем, как-то так. Пока вот так. Ну, утрянку мы жестко прозевали. Не попали на утрянку, но ничего не поделать. Вот это, ребят, я понимаю. Доставили жерлицы. Я на буре, потом подхожу к Паше. Беру, вымеряюсь и, короче, этот. У нас там жерлица, где щуку поймали. Там щуку оставили. Пойду, говорю, братан, заберу. Бац, смотрю, стоит. Иду дальше. Смотрю, еще один загорается. Прикольно. Вообще. Ну, вот опять какой-то выход. Она вот прям, знаете, вот так бьет очереднями. Как в прошлый раз. Бац-бац. Есть. Не одна сработка сразу. Бац-бац, есть. Такие дела.
А походу мелкая, ребята. Мелкая. Не знаю. Будем пробовать. Да. Мелкая щучка. Сейчас. О, она что-то боданула, вымотала немного. И все. Раз, два, три, четыре. Так, эту забираем. Эту забираем. Идем туда. Сука. Че, вытащил? А, нет, сидит маленький. Сидит. Ух. Вот это ты щуку поймал, брат. Ну вот видишь, я тебе говорю. Смотри, какой живет. Вообще, да? Вот он большой живет, это который говорил. Видишь, не стесняется, братик, понял? Давай аккуратненько ее. Можно. Да, попробуем. Смотрите, ребята, вот даже не поместился, а ударил где-то по голове и вот засеклась. Вот такая щука, вот она и стреляет. А там земник не нужен, братан, так Дай им повесить. как-нибудь. Коза дереза. Вот даже не нужна вот она вот такая-то. А вот. Блин, таким земником я соревновал. Может, задеру еще и все. Да, братан. А вот так, братан, доставай. Очень мощный. Бабушку. Блин. Аккуратно, да. Спасти. Аккуратненько, ребята. А получилось на крючке. Вот так вот. Давай, подруга, иди за бабушкой. О. Че, живец живой? А вот они вот, ребят, такие вот бодают. Ну это очень слишком мелкая, конечно, щука. Вообще мелкая. Блин, ветер холодный. Ё-моё. Так, ребят, что, вернулся. Пашка там вот сейчас подходит. Но Андрюхи сейчас на глазах раз стрельнуло. И у нас тут бац. А у Сереги здесь вообще по красоте. Вот Сереги вот здесь еще лучше, да, У меня Серый? здесь нормально клюет. А тут клюет вообще У меня отлично. вообще тут загары постоянные. Вон, видишь, раз загар, надо вовремя убрать, главное. Что, кусочки нормальные? Да. Лариса Юрьевна мариновала. Так что с Ларисы Юрьевны спрос будет. А мангальчик-то, ребят, смотрите, какой именной. Сереги потом заберет его. Это одноразовый, это Андрюха с Питера еще делал. Спасибо, Андрюха. Занимается железом, вот, рисует всякие узоры. Вообще по красоте. Спрашивали. Я возьму эту, Максу скажу, он на работе его полуавтоматом завалит. А, целиком, здесь всё. еще русалки даже, да? Чтобы он не разваливался, полуавтоматом завалит его и все. Че, Андрюх, иди доставай. Твоя там ждет. Пойдем до твоей сначала сходим. А сейчас братулес подойдет, живет все равно у него там, да что? Все равно подождать. Ну вот что-то так, пока непонятно, ребят, что выставились. Или аэродром-то хороший забрали. Раскидались. Ну вот и да, Андрюх, это вот как-то оно так всегда бывает. Ну пока дойдешь, уже можно брать.